сегодня мы в Латвии, в городе Риге. И нас принимает очаровательная хозяйка, рижанка Юля Бендерская. Привет, моя дорогая. Я очень рад, что судьба свела нас вместе, и у меня есть возможность познакомить наших телезрителей с тобой. Ну, во-первых, давно ли ты поешь? Я пою уже год. Уже год? И какие победы, какие свершения? Ну, выступаем. Вы выступаете в зрительных залах? Да. А на телевидении? И на телевидении выступаем. А как ты думаешь, если тебя вдруг вот сегодня увидит многомиллионная масса зрителей нашей программы, они будут тебе писать письма? Ну, ты бы хотела этого? Конечно. А ты вообще была хоть раз в других программах, кроме рижского телевидения? На ОРТ. Когда? Сейчас. Ага, понимаю. Качается у берега кораблик деревянный, уже готов к отплытию в далекие края. Зовут его соленые моря и океаны, дрожат от нетерпения сережки якоря. Зажгутся незнакомые закаты и рассветы, погаснут золотистые родные огоньки. Кораблик наш возит до будущего лета веселые каникулы, веселые деньки. Пускай волну соленую погода раскачала, кораблик белопарусный с дороги не свернет, и вовремя к любимому причалит он причалу, и лето красное влюбленным принесет. Зажгутся незнакомые закаты и рассветы, погаснут золотистые родные огоньки. Кораблик наш возит до будущего лета веселые каникулы, веселые деньки. Зажгутся незнакомые закаты и рассветы, погаснут золотистые родные огоньки. Кораблик наш возит до будущего лета веселые каникулы, веселые деньки. Мы всегда рассказывали вам, уважаемые телезрители, о том, что в программе «Домисоль» может стать артистом любой, ну хотя бы на одну передачу. Если вы делаете первые шаги, самое место вам для того, чтобы стать артистом, это программа «Домисоль». И сегодня с нами рижанка Анита Калныня. Привет. Привет. Скажи, Анита, ты вот о себе можешь рассказать? Ты где Могу. живешь? В Риге. Риге. В Риге. А учишься где? В 7-й школе интернат. В 7-й школе-интернате. Вы знаете, друзья, Анита поет буквально, ну, 2-й месяц, да? Да? Я уже почти в конце года начала. Заниматься. Меня пригласили на вокал, и я начала. А это правда, что ты, кроме вокала, ты еще ходишь в какие-то кружки и секции? Да. Куда? Ну, в цирковую студию. А еще в хор ходишь? Хор хожу. Какие песни ты поешь? Я пою все про музыканта. Все песни про музыкантов? Да. Одна мелодия, но а слова все разные. А, то есть это твоя любимая тема, да? И ты решила своим творчеством вот развивать тему музыкантов, рассказывать, как он живет, как он работает, да? Как он проводит свободное время, да? Ты решила этому посвятить свою жизнь? Да. Ну, замечательно. Друзья мои, вы видите, какая интересная у нас девушка. Анита Калныня, и сейчас мы послушаем в ее исполнении песню про музыкантов. Жил хороший музыкант, обаятельный талант, но обычный с виду он скрывал обиды, что для всех он просто дебютант.
что Бог пошлет. Был в плену звенящих нот, только вдруг влюбился и преобразился, грезил дни и ночи напролет. Музыкант, как небосклон, на закате и восходе, весь он в нотах отражен, в зеркало своих мелодий, в них печаль и торжество, в них отчаяние лавина, в них сама любовь его и признание любимой. И любовь ему дала столько силы и тепла, что, забыв потери, он в себя поверил, будто вдруг обрел он два крыла. Ощутил он высоту и любимой доброту. Нынче в каждой ноте музыкант в полете, сквозь невзгоды, зависть и вражду. Музыкант, как небосклон, на закате и восходе. Весь он в нотах отражен, в зеркалах своих мелодий. В них печаль и торжество, в них отчаяние лавина, в них сама любовь его и признание любимой. Уж верба вся пушистая раскинулась кругом, опять весна душистая повеяла крылом. Станицы тучки носятся теплом озариным, и в душу снова просятся пленительные дни. Станицы тучки носятся теплом озариным, и в душу снова просятся пленительные дни. Везде разнообразною картиной занят взгляд, шумит толпою праздною народ чему-то рад. Станицы тучки носятся теплом озареным, и в душу снова просятся пленительные дни. Станицы тучки носятся теплом озареным, и в душу снова просятся
лишь одна мне покой подарила и заблистала во мне красотой. Музыка, я тебе так благодарна, я полюбила тебя всей душой. Ты лишь одна мне покой подарила и увела за собой. Вслед я теперь за музыкой бегу, лечу, и лишь ее одну всегда ищу. Вслед музыки, вслед творчества погружусь душою. И лишь теперь всегда музыка со мною, будет лишь она моей судьбою. Музыка, ты для меня чистота, доброта. Музыка, я тебе так благодарна, я полюбила тебя всей душой. Ты лишь одна мне покой подарила и заблистала во мне красотой. Музыка, я тебе так благодарна, я полюбила тебя всей душой. Ты лишь одна мне покой подарила и увела за собой. Мир озарился красотою неземной, мир музыки проник волшебной быстротой. В жизнь мою, сердце мое пламенно любовью. И лишь теперь всегда музыка со мною, будет лишь она моей судьбою. Музыка, ты для меня чистота, доброта. Музыка, я тебе так благодарна, я полюбила тебя всей душой. Ты лишь одна мне покой подарила и заблистала во мне красотой. Музыка, я тебе так благодарна, я полюбила тебя всей душой. Ты лишь одна мне покой подарила и увела за собой.
Sienšķūns kopā ar Mildu Skapiju. Un, protams, Rīgas laika jautājumiem. Ir viena lieta, kas man uzreiz interesē, un droši vien arī Sienšķūņu klausītājs un skatītājs. Tā ir mūzika, kur jūs dziedat un spēlējat šodien. Ja tā būtu jāpasaka, cik šī mūzika ir veca, Grigorija? Mūzika jau sen ir radusies, es sen nebēju dziesmiņas viss bija. Es jau gājis no cik? 100 gadu? 100 gadu noteikti. 300? Es domāju, ka kaut kur 400 gadu apmēram. Tā kā gāja viss no Izraēlas, izgāja laukā. Tik veca viņi 400 gadu apmēram. Tagad ir kaut kāds laiks pagājis. Tagad šodien tā mūzika skan, jūs spēlējat klavieres un violi. Uz kādiem instrumentiem šī mūzika tika spēlēta, ja jūs to zinat, sen atpakaļ? Agrākos laikos laikam tika bija kaut kādas tabulas bija. Nebija violas, nebija klavieres. Es tā domāju. Mēs spēlējam klavieres, violas, bungas un basgitāru spēlējam, bet tas agrākos laikos tas nav laikam bijis, nemari? Tā bija, jā.
Basģitārs nebija. Nebija. Jūs dziedat šīs dziesmas, ja? Un jūs pat man tā vaicājāt, kur jāskatās, kad dzied. Es teicu, skatieties, kur gribat, uz debesīm vai uz zemi. Jūs teicāt, ka uz augšu. Kāpēc uz debesīm? Так уже принято, что к Богу обращаться. Tā ir pieņemts vērsties pie Dieva. Конечно. И поэтому стараюсь Cenšos skatīties uz на небо augšu. смотреть. Ne, nu, kad jūs dziedat, jums gribas skatīties uz augšu, ja? Да. Jums ir tāda skolota balss, ja, kur jūs esat mācījusies. Я закончила Воронежский институт искусств. Es beidzu Varaņeras mākslas institūtu, Paļānskas И klases. затем Un в pēc tam театре работала в strādāju teātrī, Filharmonijā. Здесь театр был на Тихой улице, такой Teātris uz Bogoljubova. Klusās ielas, Bogoļubo teātris. Я пела там. Es tur dziedāju. Jūs esat dzimusi Rīgā. Kā jūs veicāt šo lielo apli un atgriezāties Rīgā, kur jūs vēl esat dzīvojuši? Это жила себе, скажи. Ну, я просто уезжала, да, я в Воронеж уезжала. braucu и prom uz Воронеж, Voronežu. Там поступила в институт, Tur es institūtā mācījos, а потом опять вернулась pēc tam сюда. atgriezos atkal. Родители здесь мои жили. Šeit man vecāki dzīvo. Nu, tas stāsts par Baikonūru. Jā, tad es To es arī gribētu Jā, dzirdēt. tad es pastāstīšu. Да. Es pastāstīšu, tas ir mans sieva, Jāseklā. Viņa ir dzīvojusi Baikonūrā 10 gadus. Viņas tēvs bija galvenais inženieris toreiz, tajos laikos. Ja? Toreiz lidojas kosmosu Gagārins, Sitovs, Cieškova, Komarovs. Jā, viņš bija tas galvenais inženieris tur. Bet viņš no tiem cilvēkiem, kurš ir laidis cilvēku uz kosmosu tajos laikos. Mums ir mājās viss kārtas un bildes, kur viņš ar kosmonautiem kopā stāv, jā. Bet, nu, jau laiks aizgājis.
Vēl viena tēma, par kuru varētu runāt, ja? Jo ebreji dzīvo visdažādākajās pasaules valstīs. Ja? Nu, ir Ņujorka, ir Jeruzālem, ir Kijeva, ir 101 vieta. Nu, kas ir jūsu vieta, kur jūs gribētu dzīvot? Ja tā, godīgi. Es gribētu dzīvot Latvijā. Jo es esmu piedzimis, mācījos Krievu skolas, mācījos Latviešu skolas, Sludendārņu tehniku mācījos. Mācījos pedagoģiskā skola, latviešu klusumu. Tas ir man, zinu, es gribētu dzīvot te. Es sevi nevaru saprast, ja es aizbrauktu kaut kur uz Izraelu vai uz Ameriku, ja te ir mana valsts. Ļoti mīļš to valsts. Negribu braukt projām, ja man pat tā es nevaru sevi atrast kaut ko ārzemēs. Ne, bet vai ir iznācis arī, teiksim, uz Izraelu aizbraukt? Nē, nav nekad. Nav gadījies, jā? Nav. Un negribas?
Nē, nu vienkārši aizbraukt, paskatīties, kā tas aizbraukt, paskatīties, varbūt gribētos, jā. Bet tā attiecība tagad tī bagātiebē un nabagiebē, jā. Mums ir tādas attiecības. Un es tāpēc tikai varu aizbraukt, paskatīties, bet es pat nestaigāju uz země biedrību nekad. Jo es redzu, kas darās bagātie un nabagi, un tie bagātie nepalīdz nabagiem cilvēkiem. Tas ir ļoti nepareizi. No mūsu puses, no abiem puses, saprotiet. Bet, nu, jūs tā, kā tauta, jūs turaties kopā, jā, cik ir dzirdēts, jā? Es jau arī nezinu tā, bet man ir tāds priekšstats, jūs turaties kopā, jā? Un, nu, tomēr, jā, visdažādākajās pasaules valstīs, kaut kā tas viss, nu, tāds vismaz ir priekšstats, jā? Tas neatbilst patiesībai. Neatbilst patiesībai, nepalīdz neviens. Bagātais sabiedrs nepalīdz nabagiem. Un tas pat notiek Izraēlā, es atklātīgi pasaku. Nesen bija EBS Imica, tas pats ir bagātie cilvēki, un nabagie cilvēki. Jā. Man ir kauns par to. Tas notiek viss. Bet tas vienmēr tā ir bijis, ja tā ir kaut kāda pēdējā laika parādība? Tas ir pēdējā laika parādība. Tas nav bijis vienmēr. Un tad, Grigorij, tad iznāk, ka tagad viss ir pavisam slikti. Nē, nu... Ja tā nav. Tomēr. Tā nav. Varbūt es atklāt pateikšu, jā, man vairāk palīdz, piemēram, latviešu cilvēki, jā, nevis ebēju cilvēki. Krievu cilvēki, un Dievs man palīdz, jā. Bet no ebēju puses man nav nekādas palīdzības neiet. Man ir 5 bērni, bet neviens nedomā par viņu nepalīdz. Tad, kad es strādāju ebēju skolā, tad es mēģināju bērniem latviešu biedrības namā, nevis savā namā. Tādas attiecības, jā.